Кыргызстане 3-5 тысяч долларов в месяц – это средняя заработная плата топ-менеджмента в финансовой сфере. Поэтому здесь больше вопросов вызывает не зарплатный фонд, а тот факт, что Российско-Кыргызский фонд развития до сих пор не может эффективно размещать средства. Капитал Российско-Кыргызского фонда развития на данный момент определен в размере 350 миллионов долларов. По словам теперь уже бывшего руководителя фонда, к июню 2016 года уставной капитал должен составить $500 миллиарда долларов. А к концу года уже и миллиард. Хотя даже 500 миллионов долларов – это почти 8,5% от ВВП страны. К примеру, активы, которые находятся в управлении крупнейшего российского фонда прямых инвестиций Baring Vostok Capital Partners, составляют 3 миллиарда долларов, а ВВП России в прошлом году превысил $1 триллион. И даже при том, что ВВП России в долларовом выражении упал на 40%, доля Baring Vostok Capital Partners ВВП страны не достигает и половины 1%. На примере российского инвестфонда нетрудно заметить, что Российско-Кыргызский фонд развития владеет огромным капиталом для маленькой экономики Кыргызстана. Инвестиционный фонд – это деньги, которые предоставляют инвесторы профессиональной команде управленцев. В качестве инвестора могут выступать те, у кого есть свободный и несрочный капитал, к примеру, пенсионные фонды, накопления университетов, благотворительных фондов. А у управляющей компании должна быть безупречная история, благодаря которой инвестор доверяет свой капитал. Инвестиционные фонды работают в 3 направлениях. Инвестируют в акции публичных компаний, которые обращаются на бирже. Инвестируют в облигации публичных компаний, также выставленные на фондовой бирже. Инвестируют в непубличные компании. В Кыргызстане все компании, кроме Центера Голд, не публичные. То есть, по сути, Российско-Кыргызский инвестиционный фонд не может быть инвестфондом, так как нет рынка. Остается место только для фондов прямых инвестиций. Фонд прямых инвестиций инвестирует в капитал, то есть выбирает себе одну или несколько компаний и заходит в их долю со своим капиталом. Фонд может вложить в лучшие компании, проблемные компании или объединить несколько мелких компаний, которые работают в одном сегменте рынка, для того, чтобы создать крупного игрока. Но самое главное, фонд прямых инвестиций инвестирует не только деньги, но и прописывает стратегию компании, усиливает менеджмент, то есть по сути фонд взращивает компанию от точки А до точки Б, так как его интерес напрямую зависит от успешности выбранной компании. Скажем, компания N, у которой годовая выручка составляет 10 миллионов сомов, хочет увеличить продажи до 30 миллионов в течение 5-7 лет. Доля инвестора будет зависеть от стоимости компании на момент сделки и от объема инвестиций, которые инвестор решит вложить. Если в течение 7 лет годовая выручка дорастет до 30 миллионов сомов, то стоимость компании утраивается. Значит, и финансовая выгода инвестора увеличивается при выходе из компании путем продажи своей доли. Главное отличие фонда прямых инвестиций от банка – ФПИ не дает деньги в долг и не зарабатывает на процентах, как банк. Он зарабатывает на успешности компании. Фонд прямых инвестиций помогает компании расти, работая с ней рука об руку.